История любого города – это всегда неповторимое сплетение исторических событий и личная история людей. Как говорится, все влияет на все. События влияют на людей, люди – на события. Россия, Татарстан, город Елабуга. В этих местах был найден Ананинский могильник. Это убедило археологов, что первые поселения здесь были еще до нашей эры, в бронзовом и железном веках. И были это, не удивляйтесь, финно-угорские племена. А уже в XI веке нашей эры в этих местах появилось поселение волжских булгар. По преданию, булгарский эмир Ибрагим I бен Мухаммед проезжал мимо на лошади, взглянул на прекрасный вид, где сливаются реки Тойма и Кама, впечатлился и повелел основать город. Город был крепостью, построенной из дикого камня, очень прочно и искусно. Разорило город войско Тамерлана в XIV веке. В местных летописях говорится, что в остатках крепости поселились идольские жрецы и божество их – змий. Говорят, предсказывал змей будущее, лечил болезни и спасал корабли, но брал за это дары. Говорят, даже царица Сюмбике обращалась к змею. «Скажи, каков будет исход войны с Московским царством?» Ничего не сказал змей, только крыльями взмахнул и улетел навсегда. И стало это место называться Чертово городище. После того, как змей улетел, а Иван Грозный завоевал Казань, на месте городища появился Троицкий мужской монастырь. Говорят, что основать его велел сам Иван Грозный. Он же пожаловал образ трех святителей. Так появилось село Трехсвятое. А в конце 1780 года императрица Екатерина II присвоила селу Трехсвятское статус уездного города Вятской губернии. Работали заводы, колокольный, гончарный, пивоваренный и рыбный промысел был в этих местах отличным. Легендарная елабужская стерлядь была даже у царя на столе. Что любопытно, цена в те времена была не за вес рыбы, а за ее длину. 7 вершков стоили 2 копейки, 10 вершков – 6 копеек, а за рыбу длиной горшин давали 10 копеек. Развитие ремесел и удачное расположение на 3 судоходных реках сделали город удобным для торговли. В Елабуге проживали сотни купцов. Самые известные – это династии Стахеевых, Ушковых, Гербасовых. Гуляя по городу, можно было оценить благосостояние владельца. Дом деревянный – значит хозяин мелкий торговец или ремесленник. Если первый этаж каменный, а второй деревянный, то значит хозяин середнячок. А если весь дом каменный, то уж, понятное дело, богач. В одном из таких домов родился Иван Иванович Шишкин, тот самый, который станет художником и нарисует «Утро в сосновом бору» и еще более 500 картин. Кстати, его отец Иван Васильевич, купец-хлеботорговец, открыл тот самый Ананинский могильник, а будучи главой города, восстановил башню цитаделя в том самом чертовом городище. В 1833 году провел в городе первый деревянный водопровод. У водопровода, кстати, есть даже свой музей. Портомойня называется. Для сравнения, в Петербурге водопровод появился только спустя 20 лет, а в Казани – спустя 40. Иван Художник, по плану Ивана отца, должен был продолжать торговые традиции семьи. Но, заметив стремление и талант сына к рисованию, он был отправлен обучаться художеством в далекую Москву. И вот результат. Елабужские пейзажи хранятся в лучших музеях мира. Проект застройки Елабуги утверждал сам император Николай I. Спасский собор стал архитектурным символом Елабуги. Собор был выстроен в стиле классицизма и украшен резным орнаментом мастера Каринфского, того самого, что был архитектором Казанского университета, по проекту которого построена астрономическая обсерватория и анатомический театр. Самый большой соборный колокол отлил Василий Афанасьевич Шишкин, дед Шишкина-художника. Появился Спасский храм не случайно, а в честь чудотворной иконы, нерукотворного образа Спаса. По легенде, эта икона не раз спасала Елабугу от врагов, в частности от разгрома отрядами Пугачева. Верите, не верите, но кровавые расправы, что были в соседних деревнях и городах, Елабугу обошли стороной. Икона 17 века и сейчас хранится в Покровской церкви города и творит чудеса со всяк входящим. В собор захаживал академик Бехтерев, тот самый основатель психиатрии и неврологии, отец рефлексологии. Кстати, он тоже уроженец Елабужского уезда, и здесь есть его музей.
Были в храме и Пришвин, и Короленко, и Салтыков-Щедрин. Кстати, Салтыков-Щедрин, которого мы знаем как писателя, в Елабуге занимался совсем не писательством, а восстановлением города после страшного пожара 1850 года. На пенсии в Елабуге жила Надежда Дурова, кавалерист-девица, женщина-офицер русской императорской армии. Всю жизнь она настаивала на обращении в мужском роде, а свою историю описала в записках кавалерист-девицы. Или он написал. Кстати, ее дом теперь музей. На улице Малая Покровская еще один неприметный с виду деревянный дом. Этот дом последний видел живой Марину Цветаеву. Здесь же в Елабуге ее могила. Старая Елабуга хранит множество тайн и воспоминаний, оставляет ощущение тихой и уютной провинции, в которой и история, и традиции, и сила.